Сегодня в скандальном деле «Уралкалия» появилось новое, громкое, вместе с тем ожидаемое имя Сулеймана Керимова. В Следственном комитете Беларуси угрожают ему уголовным делом и международным розыском, заявляя, что оснований для первого и для второго вполне достаточно. Правда, что именно вменяют в вину миллиардеру и акционеру «Уралкалия» не поясняют. Свежую порцию информации для раздумий получил и гендиректор предприятия Владислав Баумгертнер, находящийся в СИЗО белорусского КГБ с 26 августа. В свидании с матерью арестанту отказали, зато пообещали пустить к топ-менеджеру российских дипломатов. Из Минска Алексей Прокин. 20-й номер списка богатейших людей России Сулейман Керимов по числу упоминаний в белорусской прессе сейчас, если не перегнал, то как минимум догнал главного ньюсмейкера страны, белорусского президента. Судя по этим кадрам, еще в мае российский олигарх был в Минске желанным гостем. Я думаю, нам в ближайшее время следует активизировать наши действия. Теперь же Следственный комитет, который после ареста генерального директора «Уралкалия» заинтриговал экспертов сообщением о проверке керимовской деятельности, еще больше страсти накалил. По словам представителей ведомства, у следователей появились такие основания возбудить в отношении калийного магната дело. На предмет причастности к совершению противоправных действий проверяется также один из основных акционеров «Уралкалия» Сулейман Керимов. У следствия есть все основания для возбуждения в отношении него уголовного дела и объявления его в международный розыск. Еще 4 руководителей белорусской калийной компании Интерпол уже ищет, а единственный узник в этом деле, Владислав Баумгертнер, сегодня не дождался встречи с российскими дипломатами. Следователи перенесли ее на пятницу. При всей информационной шумихе вокруг развода двух калийных гигантов о том, как чувствует себя топ-менеджер в следственном изоляторе КГБ американки, ни его адвокаты, ни родственники никому не рассказывают. Мать Баумгертнера сегодня, так и не получив разрешения увидеться с сыном, и вовсе покинула Минск. Вызволить арестанта из белорусской тюрьмы попытался Российский союз промышленников и предпринимателей. Глава РСПП Александр Шохин заявил, что союз готов поручиться за Баумгертнера, чтобы ему изменили меру пресечения, и призвал на будущее унифицировать законы членов таможенного союза в части заключения предпринимателей под стражу. Если мы по базовым понятиям, категориям таким, как надо ли или нет сразу применять уголовное преследование там, где речь идет о хозяйственном споре хозяйствующих субъектов, если мы не можем по этим вопросам договориться, то, стал быть, фундамент союзного государства не очень прочен. Выход «Уралкалии» из белорусской калийной компании, через которую россияне вместе с «Беларускалием» торговали удобрениями, привел к обвалу всего рынка. Но российские эксперты считают ситуацию спором хозяйствующих субъектов, а у комментаторов государственных белорусских СМИ суждения диаметрально противоположные. В эфире телеканала «Беларусь-1» говорят о попытке рейдерского захвата «Беларускалия» и вспоминают 41 год. Здесь «Уралкалий» почему-то пошел на скандал. И не просто на скандал, а действия напоминают чем-то удар в спину. Эксперты разве что сравнивают с вероломным нападением фашистов в 41 году. Кстати, иные оценки белорусские зрители могут увидеть по телевизору только через «Спутник», где российские каналы транслируются напрямую. На эфирных частотах и в кабельных сетях передачи НТВ идут в записи через час после эфира из Москвы. Сюжеты про арест генерального директора «Уралкалия» из белорусского эфира НТВ и других федеральных российских телеканалов несколько дней подряд вырезались. Вместо них ставили рекламные блоки, которые, впрочем, вряд ли окупят ущерб в $100 миллионов, который сейчас инкриминируют главному герою репортажей Владиславу Баумгертнеру. Алексей Прокин, Игорь Мичкин, Павел Антонов и Дмитрий Давыденко, телекомпания НТВ, Минск, Белоруссия.